Это программа «Размышлизмы». Сегодня у нас 11 марта 2021 года. И тема у нас «Башкирская загабешенность». Мы сегодня поговорим про башкирскую загабешенность. Для начала я хочу показать вам вот такой вот листочек. Вот. Минин шамсанын шамсахы, минин шамса тугель. На русский это переводится как «стукач моего стукача, не мой стукач». Это выражение придумал я. Видите, цитаты великих. Уинстон Черчилль там что-то придумывал, очень интересно. Здесь вот что-то я придумываю. Иногда я буду эти цитаты говорить. И смотрите, что здесь нужно понимать. Ну, первое, вот это единственное, что я вам хотел показать, этот листочек, да. Дальше то, что я буду говорить, вам не обязательно смотреть, вы можете просто слушать. Можете просто слушать, там, и, соответственно, если у вас есть желание, слушайте и так далее. То есть вот то, что я буду говорить, это не структурировано. Вот я иногда пишу текст и читаю, там структурировано, все написано, каждое слово выверено, да. То, что я буду сейчас говорить, это я буду просто по какому-то плану говорить, но не структурировано. Не зачитывать текст. И поэтому возможно, что будут какие-то моменты, где какие-то оговорочки, там еще что-то и прочее. Итак, давайте в качестве эпилога я хочу привести две фразы. Вот первая фраза, которую я вам показал. Стукач моего стукача, не мой стукач. Что это означает? Это означает, что вот у нашего любимого главнокомандующего, ему разные люди там из ФСО, из разных органов приносят бумажечки формата А4, и там написано, что вот агентурная сеть сообщает вот то-то, то-то, там, то-то, то-то про этих, про тех там, и так далее. И вот что вообще, какие риски существуют в такой системе, да? В такой риске существуют такие риски, что стукач моего стукача не мой стукач. То есть вот у вас есть, допустим, какой-то уровень, там, генералы, да? А под ними там какие-нибудь лейтенанты там, или майоры, там, да? И вот эти вот, которые вам на более высокий уровень какую-то информацию сообщают, они могут давать искаженную информацию, неправдивую информацию, каким-то предвзятую информацию, да? Вообще врать там каким-то образом, подтасовывать факты и так далее, и так далее. То есть всегда огромный фактор риска существует и прочее. И поэтому вот, если у нас есть какая-то вертикальная такая структура, где все ЗГБшные, где стукачи, сверху, снизу все там, все ЗГБшные, и одни стукачи. Одни стукачи на более высоком уровне, нижнем уровне, там, да, и все это вверх. Вот в такой системе, ну, она, во-первых, не дает нормально развиваться обществу, рыночной экономике и прочим моментам. Потому что вот в рамках рыночной экономики есть понятие того, что люди поднимаются там, по карьерной лестнице, имеют большие доходы там, и так далее, если они производят что-то хорошее для общества. Так работает нормальная западная экономика, да, старая западная цивилизация. Илон Маск придумал Теслу, SpaceX, поэтому акции Теслы выросли, и он разбогател. Да. Там, Билл Гейтс придумал Microsoft, и поэтому он богатый человек, потому что он придумал Microsoft и так далее. Вот это как работает. Если же у вас та система, которая здесь есть, то есть просто разворовываете те ресурсы, которые есть на определенной территории, у вас есть определенное количество силовиков, чтобы все это контролировать, там, Росгвардия, ЗГБшные, стукачи, чтобы контролировать оппозицию и так далее, то не происходит вот того самого основного механизма, который, в общем-то, должен работать в нормальной рыночной экономике и в нормальной системе. То есть вот какие люди добиваются успеха? Те, кто идут стукачами в ФСБ, в правительственные органы, в депутаты, да, то есть сидеть и трындеть, что вам сверху скажут, там, чиновничками там, разными и прочее. То есть они рассчитывают на коррупционную ренту. Часть из них рассчитывает на коррупционную ренту, чтобы получать коррупционный доход. Ничего они не создают, никакой пользы обществу не приносят, значительной части. И так далее, и так далее. То есть
неправильно все это работает, да, это adverse selection, это неблагоприятный отбор. То есть те люди, которые должны попадать наверх в рамках западной цивилизации, они попадают наверх в рамках западной цивилизации. В рамках вот ЗГБшности, когда у нас такая система, этого не происходит. Это вот то, что губит общество, то, что мешает его развитию, как бы приводит к деградации и так далее. Вот мы, к сожалению, это наблюдаем. И там в эпоху Брежнева мы наблюдали в какой-то степени, когда был застой и так далее, и так далее. Теперь давайте, это вот первое высказывание, да? Стукач моего стукача, не мой стукач, это у нас урок башкирского языка. Минин шамсанан шамсахе, минин шамса тугель. Это вот первая фраза в качестве эпилога на тему башкирской ЗГБшности. И вторая фраза у нас, это я уже позаимствовал, вот вместо слова хохол я поменял на слово башкирец. И у нас получилось следующее. Один башкирец партизан, два башкирца партизанский отряд, три башкирца партизанский отряд со стукачом. Это уже не я придумал, это я просто слово башкирец ставил. Ну, тут нужно понимать, что такое башкирец. То есть я не употребил слово башкир и я не употребил слово башкорт. Я употребил слово башкирец. Понятное дело, что это отсылка к понятию верный башкирец. Да, вот кто такие верные башкирцы? И вот это отсылка вот к ним, как бы, да, к этому понятию. Соответственно, вот в ситуации полной ЗГБшности вот именно это и будет происходить. То есть будет ситуация, когда будет партизанский отряд со стукачом, если у вас есть ситуация ЗГБшности. Однако есть альтернатива. Да, вот. Ну давайте, вот синонимом слова башкирец в какой-то степени может выступать слово представитель башкирского этноса. В какой-то степени, да, это неравнозначное понятие, но в какой-то степени. А теперь давайте подумаем, если мы используем такое слово, как член башкирской нации, да, то что у нас будет? В те же самые условия, да, то есть все то же самое, только мы имеем не представителя башкирского этноса, башкирца, а члена башкирской нации. Тогда у нас, во-первых, не будет состояния ЗГБшности, и мы будем видеть следующее. Один член башкирской нации – партизан, два члена башкирской нации – партизанский отряд, три члена башкирской нации – партизанский отряд из трех членов нации, либо структурное подразделение чего-либо еще. Чего еще, чего именно, я не могу говорить. То есть тут я вот уже в этом видео хочу включить такое понятие, как член башкирской нации, потенциальный член башкирской нации, да, вот. И, собственно, мы видим разницу, да, то есть вот потенциальный член башкирской нации, если их три, то это не партизанский отряд со стукачом. Если три башкирца, ну, вполне вероятно, что это партизанский отряд со стукачом. Да? Теперь, что касается, это у нас второе выражение, да? Первое выражение это стукач моего стукача, не мой стукач. То есть контролировать можно только своих стукачей, тех, кто под тобой. А что они там делают, я думаю, это достаточно проблематично. То есть там всю эту вертикаль, да, вот эту всю пирамиду, это реально проблематично, и кому-либо все это контролировать, всю агентурную сеть. И это нужно просто понимать. Когда мы говорим на тему ЗГБшности, агентурные сети могут быть абсолютно разные, да? Они могут быть совершенно разные. Вот. Теперь, значит, все-таки вот в качестве эпилога две фразы сказал. Перейдем к понятию ЗГБшности. Что такое ЗГБшность? ЗГБшность – это такая атмосфера в обществе, когда есть
ситуация всеобщей такой нелюбви, ненависти друг к другу, да, стукачества, лизоблюдства, зависти и так далее. То есть это ситуация, когда все чего-то боятся, боятся говорить свое мнение, боятся там, что-то лишнее написать, какой-то лайк поставить. А вдруг ко мне придут, а вдруг там что-то сделают, там, да, а вдруг это плохо скажется, там, да, и так далее, и так далее. Плюс это ситуация, когда выходцы из определенных специальных служб, они просто тупо имеют доходы в виде определенных секторов экономики. Насколько мне известно, там есть разные спецслужбы внутри данного учетного государства, и там просто между ними идет дележ. Вот это, допустим, сектор экономики принадлежит нам, мы его крышуем и имеем с него все доходы, кого угодно делаем рейдерские захваты и так далее. Вот этот сектор экономики принадлежит вот этим. Вот они, соответственно, да, там как бы имеют доходы определенные с этого сектора экономики и прочее, прочее. То есть это вот такая вот ЗГБшенность, это как раз ситуация, когда есть вот это вот новое дворянство, так называемое, которое перераспределяет доходы в свою пользу и перераспределяет соответствующий сектор экономики в свою пользу. Ну, естественно, это ненормальная ситуация. Да? То есть, когда слишком много вот всего этого, экономика, вообще стимулов для развития у экономики, у людей просто исчезает. Да? То есть вот, я же уже говорил до этого, в нормальной экономике там Билл Гейтс придумал что-то, да, и получил за это деньги, и люди стали это покупать, рыночная экономика работает, поэтому стал богатым человеком. И там строится социальное государство, там те, кто что-то хорошее делает, они больше получают. Да? То есть они получают больше не потому, что они стукачи или работают в ФСБ, или депутаты там по 450 тысяч в месяц получают, да, потому что просто кнопочки нажимают там, и еще что-то, да, или какие-нибудь чиновники, там, потому что значит, коррупционные доходы делят каким-то образом, да, то есть пользы для общества от этого нету никакой. А они больше получают, потому что какую-то пользу обществу приносят. Вот так работает западная экономика, да, рыночная экономика и западная цивилизация. Если же вы видите ситуацию ЗГБшности, то так это не работает. То есть просто ребята что-то крышуют и бабки забирают себе. А вам оставляют шваки и, в общем, возможность плохо жить, иметь маленькие доходы и прочее, прочее. Как бы вот. Тут все ясно. То есть, что такое ЗГБшность, наверное, в принципе, понятно, да? Понятное дело, что там нету никакого гражданского общества у своих ЗГБшностей, они имеют все возможности, чтобы подбросить наркотики, закрыть, просто посадить ни за что, там, за то, что... Вот случай с Динмухаметовым, за то, что он там говорил, что он поддерживает там федерализм, там еще что-то там, в общем, непонятно, за что его вообще закрыли. С точки зрения формальной логики и законов, да, может быть, с точки зрения, чтобы напугать других людей, там, в том числе и так далее. Вот. То есть, вот это и есть ЗГБшенность, да, состояние общества ЗГБшенное, если мы имеем соответствующие явления. Теперь, все-таки я говорю именно про башкирскую ЗГБшенность. Я уверен, что состояние ЗГБшенности имеется не только среди башкир, там в Башкортостане, да, но и в других местах, в других республиках, в Москве она имеется. Но в Москве там гораздо больше развито гражданское общество. Там гораздо больше развито гражданское общество. Это видно и по количеству протестующих, там и сколько за Навального выходит и прочее, прочее. Здесь у нас вообще, как бы, в моей классификации мы находимся на уровне стада. То есть у нас нету среди башкир сейчас внутриэтнического каннибализма. Общества нету, и гражданского общества тоже нету. Да, у нас есть башкирское стадо. Это вот мое личное мнение. Да? Кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. А с моей точки зрения, нация, она может быть только если у нас есть гражданское общество, либо общество. Вот 4 стадии развития общества. Внутриэтнический каннибализм, стадо, общество, либо гражданское общество. Если у нас есть внутриэтнический каннибализм и стадо, то у нас не может быть нации.
Внутриэтнический каннибализм — это, например, ситуация, когда у нас был голодомор. Да, вот просто тупо люди, пришли какие-то другие люди, и у этих людей нету кушать, голодомор, они, значит, друг друга убивают, детей своих кто-то там убивает, чтобы другие дети прокормились там, да, потому что этих прокормить нету, да, там. Есть случаи, возможно, даже были прямого каннибализма там, и прочее, прочее. То есть это ужасные вещи абсолютно, да, абсолютно ужасные штуки. Внутриэтнический каннибализм — это вот, допустим, когда происходит раскулачивание, да, то есть представители одного этноса, они приходят и начинают тебя грабить, потому что ты более успешный, да, то есть ты более образованный, ты что-то лучше умеешь и так далее, и у тебя поэтому больше денег, там, больше этого, да, и они начинают тебя грабить. Это называется внутриэтнический каннибализм, это называется. То есть, и они являются этносом, они нацией не являются, потому что нация, да, если к ним придет кто-то и скажет: эй, индейцы, убейте друг друга, там, да, ограбьте друг друга, они пошлют этого человека куда подальше, это в лучшем случае, да? Они не будут друг друга убивать, там, грабить и так далее. Если же кто-то приходит к ним с чужой идеологией и говорит, что вот, это буржуи, богатые, туда-сюда, там, раскулачьте их, это кулаки, и те начинают своих соседей, там, своих родственников грабить и так далее, значит, они не нация, они не являются членами нации, они представители этноса. Да, вот нужно это четко понимать. И если не будет такого понимания, ну, значит, у нас будет ситуация, когда постоянно, значит, будут какие-то пассионарные члены нации появляться, их ГБУшечка будет ликвидировать, и дальше вот это все субстанция, да, жидкая неприятная субстанция из этноса будет продолжать вот это все мешать развитию нации, да, и так далее, и так далее. Поэтому нация, вот, я никому не навязываю свою точку зрения, я просто говорю, как есть и как думаю. И сейчас это не тема этноса, нации и так далее, да. Это тема именно ЗГБшности. Конечно, они в какой-то степени связаны, конечно. Конечно, винить во всем, вот, не нужно вот этих людей, там, но они все-таки там как-то в сложную ситуацию попали, скажем так, и во время Голодомора, там, и в прочих моментах, и нельзя от них чего-то другого, наверное, ожидать, и так далее. Но то, что я наблюдаю, я классифицирую как стадо. То есть это уже не внутриэтнический каннибализм, да? Это уже прогресс. То есть люди специально там друг друга не жрут. Ну, как бы, да, то есть подставляют, там, завидуют, еще что-то там, но специально не жрут, да, как бы. Представители одного и того же этноса, по крайней мере. То есть это стадо, это в разнобой. Лебедь, рак, щука, там, один не знает, что хочет другой, там, никакой сплоченности, никакой организованности, тупо стадо. Это не общество. Следующая стадия после стада — это общество. Ну и после общества есть гражданское общество. Да? Вот если, чтобы была нация, с моей точки зрения, нужно, чтобы стадия развития общества была либо общество, либо гражданское общество. Тогда возможно появление нации. Да? Возможно появление нации. А когда есть либо внутриэтнический каннибализм, либо стадо, ну тогда будет этнос. Это уровень этноса. И это касается не только башкиров, это касается очень многих. Ну, я же башкирский либеральный националист, поэтому я именно про башкиров это все говорю. И также еще одно определение нужно все-таки дать, чтобы было лучше понимание того, что я до этого сказал. Когда представители будущей башкирской нации из всей башкирской общности будет более высокий процент, чем сейчас, да? Вот сейчас основную часть составляют представители этноса, а когда больший процент, в несколько раз, да, минимум в 10 раз будет больший процент националистов среди представителей башкирского сообщества, да, общности, вот тогда можно будет уже говорить, что доля националистов настолько высока, что этнос уже постепенно превращается в нацию. Понимаете? Потому что самая главная разница между этносом и нацией — это менталитет. Это то, как люди себя ведут. Вот если
3 башкира встречаются, и из них там 2 партизана, 1 стукач, это этнос. Знаете, это этнос. Чтобы вы понимали. Теперь продолжим. Что такое ЗГБшность, я примерно объяснил. Давайте про СССР немножко поговорим. Я уже 20 минут говорю, да? Вот не будем слишком глубоко уходить. Вот именно давайте 60-е, 70-е, 80-е годы, как вот эта ЗГБшность получилась и могла ли вообще не быть ЗГБшность, да? Вот, допустим, в те годы что было? Там, Гагарин полетел в космос, отлично. Потом Брежнев, застой там, и все. И вот, что нужно иметь в виду? Башкир практически нету в городах. Западным башкирам внедряется татарская идентичность. Среди восточных и южных башкиров, которые с литературным башкирским языком, они сконцентрированы там в школе, в башкирской гимназии, по-моему. И вот нашелся какой-то там Рами Гарипов, смутьян, да, там, и там вышел за башкирский язык туда-сюда, его уволили. Он там в молодом возрасте из-за этого умер. И так далее, и так далее. Как делалась карьера? Да, то есть вот есть башкирские деревенские люди в колхозах, трудодни, колхозы, да, они сидят в колхозах, какая-то их часть, значит, в интернате башкирском учится. Вот просто подумайте, что было, да? То есть кто такие башкирская элита? Кто такие вообще? Откуда ей взяться? В 1937 или 1938 году Сталин башкирское правительство во главе с Яном Халиковым расстрелял. Вопрос, откуда взяться башкирской элите? То есть ее просто не могу быть. Не могу ее быть уже. Да? Те, которые... ну ладно, давайте я сейчас про Курбангалиева, про Валидова сейчас не буду рассказывать, там, про их потомков и так далее. В общем, внутри Башкирской ССР ей взяться неоткуда. Кого делали, продвигали по службе? Ну, если вы, значит, работаете в КГБ, да, что вы будете делать? Вы будете брать этих башкирцев и делать из них стукачей, чтобы они были вот этой башкирской элитой. Да? Стучали. Вот хочешь стать профессором? Пожалуйста, стань стукачом. Там, да? И так далее, и так далее. Не хочешь быть стукачом, там еще что-то, ну, мы тебя не будем продвигать по службе вперед. То есть вот эти все заслуженные, там, не все, а значительная их часть, заслуженные и прочее, все, что связано с фольклором, с башкирским языком, там, с какими-то другими моментами, да? Те, которые во время СССР взрастились, с моей точки зрения, это значительные части ЗГБшные люди. То есть у нас есть башкирская народная масса в колхозах, кому внедряется активно советская идентичность. И есть вот такая башкирская номенклатура, элита, бюрократия, взращенная Советским Союзом, коммунистической партией, КГБшниками, которая их, собственно, завербовала, сделала из них ЗГБшных и так далее, и так далее. Понятное дело, я их не критикую, у них другого выбора не было, да, то есть в городах практически нет башкир, да, вот, там появились, значит, из них делают, соответственно, вот такую вот номенклатуру. Из них делают стукачей, завербованных, ЗГБшных и прочее. Да? То есть они должны писать соответствующие романы, поэмы, не слишком провалидовские, да? Вы понимаете, какую-то идеологию определенную там, да, там, мы знаем там историю с Степан Злобин, Салат Юлаев, по-моему, там вот, тоже, то есть как бы вот он там вместе с другими против буржуазии, которая там, значит, эксплуатировала башкирский народ там, и прочее. В общем, идеологически выверено, как нужно все это людям, которые там были. То есть, в общем,
в значительной части они все были ЗГБшные. То есть вся башкирская элита, которая тогда была, которая формировала весь национальный дискурс и прочее, она вся была ЗГБшена, с моей точки зрения. И это избежать этого было, я думаю, невозможно. Ну, не хочешь быть ЗГБшным, тебя просто не продвинут по службе и не будешь там элитой. Все. Как бы вот и все, собственно. То есть история этого именно такая. И поэтому, когда все это распалось, нужно понимать, что вот те люди, которые были, они тоже были в значительной степени ЗГБшные. Там, кто были наверху, там, в партии там наверху и прочие, там чиновники разные высшего уровня, башкирские, да? Ученые разные, там, в вузах и прочие. Вот эти все люди были ЗГБшные, с моей точки зрения. Это нужно понимать. И соответствующим образом вообще относиться ко всему этому, да? И еще раз, я их не виню в этом, то есть там других альтернатив, скорее всего, не было. Теперь посмотрим на новую историю. То есть мы знаем, там были истории раннего Рахимова, захват телецентра, там, с флагом там что-то было. В общем, Ельцин приезжал. Это ранняя история. Более поздняя история, это вот когда уже Рахимова убирали. Что про ЗГБшность можно сказать? Ну, история с Фанзилем Ахметшиным. История с Фанзилем Ахметшиным, когда ему подбросили наркотики. Вот я просто со стороны это, как бы, я вообще за всем этим наблюдал со стороны. И хочу просто вот поделиться определенными мыслями, да. Потому что, я, может быть, в разнобой говорю, вот, скажем так, вообще-то я на текущий момент являюсь организатором башкирского отделения партии «Федеративная Россия». Это как бы, ну вот, штаб наш местный был сформирован вчера. И ко мне еще как бы присовокупили еще несколько регионов. В частности, Челябинская область Башкортостану присовокупили и Оренбургская область Башкортостану присовокупили. И еще какие-то прочие регионы. То есть Челябинская область и Оренбургская область присоединили к Башкортостану в рамках нашей партии. И еще ряд других регионов. Это я к тому, что когда через много лет вы будете смотреть это видео, вы вот этот отрывок можете чик-чик вырезать, да, и как-то там смонтировать определенным образом. Это будет очень, как бы сказать-то, не говорите, что пророк, скажем так. Теперь, что касается, ну, зачем я про эту партию сказал, да? Про эту партию я сказал, чтобы вы понимали, вот этот разговор про ЗГБшность я поднимаю для того, чтобы вы поняли, что на текущий момент я пока что не видел давления на себя, такое формальное, то есть меня пока не сажали там никуда на несколько суток, наркотики пока не подбрасывали. Ну, я видел человека, который от моей квартиры убегал, но он в январе еще убегал. Это как бы связано было с языковой активностью, там, да, с Хабировым, то есть в большей степени связано. Какой-то хабировский товарищ убегал, не сеченский, там, не путинский и еще не какой-то ЗГБшный товарищ. Вот. А сейчас уже так более серьезно. Сейчас уже более серьезно, и там уже более серьезные ЗГБшные товарищи могут мной заняться. Мной заняться, партией заняться и так далее. Я думаю, что тут у меня в квартире давно стоит прослушка. Телефон тоже на прослушечке. Пока что, значит, я не был там, допустим, в Техасе Хабирова, на меня какие-то компроматы не сливали. Мурзагульчик, Ростиславчик, компроматики на меня, алло. Вот. Но вот сегодня же 11 марта 2021 года, да? Я вам сообщаю, чтобы потом вы видели это видео и хронологию смотрели. Потом посмотрим, мне самому интересно. Там. Траванут ли меня новичком, да, то есть, ну, бац, и трупик, ну, еще один трупик, ну, бац, и трупик. Либо там посадят в тюрьму, либо там, не знаю, начнут компроматики там какие-нибудь. В общем, посмотрим. Но вот, чтобы вы все это знали, я это видео и записываю, да, чтобы это сохранилось в истории. То есть не хочется, значит,
если пострадать и не оставить какой-то след. Да? То есть я уже много чего сделал, чтобы вы понимали. Я уже начал движение Bashkort Lives Matter. Я писал, что я сторонник, значит, того создания русских республик вместо областей, да. Дальше. Я пытался переводить мультфильмы и фильмы на башкирский, в грантах участвовал и начал все это движение. Дальше, вот сейчас партию эту начал, да, как бы федеративная партия. Про эту партию будет отдельное видео, и там будет очень серьезно. И ряд других моментов, как бы, да, вот это вот вы имеете в виду. Теперь, давайте вот Фанзиль Ахметшин, да? Фанзиль Ахметшин, значит, ну, его, чтобы напугать людей, тех, которые в Курултае были, ему подкинули наркотики и посадили. Это было во времена уже позднего Рахимова, когда его убирали, когда нефтянку, соответственно, осуществили рейдерский захват и прочее, прочее. И что тут важно иметь в виду? Я однажды его видел, то есть вот там, где здание Уралсиба, вот такое вот, я пришел туда, зашел, сижу, там было что-то там цифровое, там что-то там башкирский язык, цифровое, тролля, что-то такое. Ну, я решил сходить посмотреть. Я понял следующее. Я не могу сказать, что все в башкирском Курултае там ЗГБшенные сидят, то есть, что вот прямо отдел ФСБ переехал в башкирский Курултай, и там все кадровые ФСБшники сидят, значит, и думают, как бы, значит, больше пакости башкирскому народу сделать там, как бы сделать так, чтобы не было башкирских мультфильмов, фильмов, как бы там запретить этим башкирам знать свою историю, как бы их, значит, загнобить по-всякому, дискриминировать там, да, и прочее. Нет, то есть я посмотрел на этих людей, и там случайно увидел Фанзиля Ахметшина, он туда зашел. Я понял, что, во-первых, он идейный человек такой, во-вторых, я понял, что, в общем-то, его посадили с целью устрашения, получается так. То есть он сам был частью этого Курултая, и его просто тупо посадили. Как бы, да, ну, чтобы все другие не рыпались. Подбросили наркотики, посадили, все, как бы, да, и все тишина. И никто ничего не может сделать. То есть цена вам ноль, вы протестовать не умеете, что-то другое не можете, мы с вами что угодно сделаем. Вот взяли бородатого одного из ваших, посадили, подбросили наркотики, все. Сидите, бойтесь и, в общем, и так далее. Это, значит, во времена позднего Рахимова. Вот я думаю, что именно с такой целью была посадка Фанзиля Ахметшина. Точно так же, это вот когда Бориса Немцова убивали, как бы, да, то есть это тоже такой месседж, типа, ну вот мы решили Бориса Немцова грохнуть, ну вот мы тут и вам Фанзиля Ахметшина посадили, чтобы вы вообще знали, кто вы такие, и так далее. Вот, то есть это про взаимоотношения ГБУшечки с обществом. Да, вот новое дворянство, оно как бы посылает определенные сигналы, и я хочу, чтобы вы просто понимали, вот вы меня слушаете, да, я вам честно говорю, ГБУшечка сильнее нас, она сильнее меня, я не могу противостоять ГБУшечке, да, то есть как бы и так далее, то есть просто понимайте это, да? Вот я вот рассказываю про ЗГБшность, да, просто вам почему-то никто это не говорит, там какие-то танцы, шманцы, там фоточки, я смотрю, люди такие чиновники, там всяких Курултаев, еще кто-то депутаты, там, там Башкортеле, АЕК, АУ, там еще что-то там. Это хорошо, но просто вот, может быть, немножко и на другие темы нужно. Теперь про Фанзиля Ахметшина я сказал, да, то есть это чисто, чтобы запугать других, чтобы они сидели, молчали. И вот, допустим, Гайнуллин там был. Гайнуллин, который из Курултая. Вот когда был Курултай, и там Ильмир Мухамедьянов, по-моему, фамилия Мухамедьянов, что-то там побежал, и, значит, Гайнуллин, он был там в Курултае, и у него тряслись руки, бумажки, он тряслась там, что-то там говорил. Да, это же видео есть. И там Кисенбаев был, потом Мухамедьянова вывели там из зала и так далее. Вот
получается, Гайнуллин, у него тряслись руки. То есть, я с ним не общался на эту тему, как бы, да? Я просто понимаю атмосферу, которая там творится. То есть он реально что-то хочет хорошее сделать там, для башкир, для нации. Реально. Но он не знает, как там, возможно. Да? Там есть, раньше были какие-то бабаи, которые вообще ничего не соображали. Там. Возможно, ЗГБшные тоже, да. Плюс сейчас тоже полно, я знаю, представителей литературно-язычных башкир, которые, значит, ну, я про таких говорю. Представитель башкирского этноса хочет, чтобы башкирский язык сдох вместе с ним. Ну, полно таких вот. У них есть возможность помочь башкирскому языку, там разные они делают все, чтобы башкирский язык сдох вместе с ними. Причем они именно, ладно, я не буду конкретизировать, да. Вот. То есть, чем отличается вообще член нации, да, потенциальный член нации от представителя этноса? Вот как бы я вам иногда буду говорить такие моменты, да. То есть, вот этот вот Курултай, башкир так называемый, там много их менялось, там провокации все время, еще что-то там, прочее, там. Вот в какой-то момент они хотя бы научились картиночки делают. Сейчас вот у них пытаются, значит, они нормальные вещи есть вот в части северо-западных башкир и так далее. То есть я там с самого начала не был, не смотрел и изнутри всю кухню не знаю, но однозначно там есть серьезная ЗГБшность, раз, как бы, но говорить, что они полностью, значит, сидят там и специально, как бы, всех, значит, по максимуму всех между собой стравливают и сажают, там еще нельзя. То есть, да, вот я четко говорю, Фанзиля Ахметшина посадили, чтобы их запугать. И они там запугались. И они не умеют там ничего, значит, не знают, как можно вообще взаимодействовать с ГБУшечкой, кроме страха. Вот как бы, да, у них нету навыков соответствующих. Вот. Теперь, что касается, то есть, тут нужно понимать, если вдруг им ГБУшечка скажет, напиши донос на этого, будь свидетелем против этого, там, значит, сделай против этого там какой-нибудь, какую-нибудь там пакость, еще что-нибудь там, какую-нибудь лингвистическую экспертизу против этого проведи, там, еще что-то, да, то есть они будут вынуждены все это сделать. Как бы это должно быть понимание, да. То есть это нужно будет, чтобы башкир между собой стравливать и прочее. Ну, это разделяли властвуй там и так далее, и так далее. Это, как бы, ГБУшечка всегда так делает. Теперь, но не все из них являются, значит, тут мысль такая, да, не все из них прямо жаждет вот этим всем заниматься, да. Айрат Дильмухаметов, следующий персонаж, про который я хочу сказать. Я же говорю про ЗГБшенность, и поэтому вот я по некоторым моментам хочу пройтись. Айрат Дильмухаметов сложный момент. Я уже частично про него говорил. Я честно признаюсь, я с ним по телеграмму общался. Когда его задержали на следующий день, я удалил всю с ним переписку в телеграме. Но я знаю, что есть израильская программа, которая, значит, если взять телефон, они могут взломать телеграм. То есть, если физический доступ к телефону есть, они могут это сделать. Но, насколько я знаю, наша ГБУшечка, она так особо и не парится. То есть, они просто тупо наркотики там подбрасывают, еще что-то там, ну, с какой-то фигней заниматься, там, взламывать телеграммы, там, парятся, хакеры, это долгий процесс, там, но они особо не парятся по этому поводу. Вот. То есть, если нужно, там, очень серьезно это, да, как бы, да. А так, чтобы вот в случае с Дильмухаметовым вряд ли, да. И там, ну, там, как скажем так, ничего особо серьезного. Вот. Это моя точка зрения. То есть, про Айрата Дильмухаметова, я думаю, что тут есть такой момент, что Великий Валидов, когда он писал, я просто читал Великого Валидова, там у него чувствуется склонность, какая-то подсознательная склонность сесть в тюрьму. Вот просто человек хочет сесть в тюрьму. Вот я ему до того, как он все это начал движение, нет, после того, как он начал движение, я ему предлагал, слушай, я говорю, тебе дадут политубежище, да, ты можешь уехать за границу. Как бы, да, вопросов нету. Зачем ты все это здесь делаешь? Зачем? Ты думаешь, что национальным вопросом можно заниматься, находясь в России? Тебе не дадут это делать.
Мы результат видим, да, то есть. Вот. Дальше. То есть, ну, как бы, вроде Мухаметова я ему предлагал лично уехать. Потом я слышал такие слухи, что от разных людей, в том числе из как бы ближних там, да, которые вот каким-то образом с Четвертой Республикой связаны и так далее, что ему, ну, в общем, он не захотел он уехать, я не знаю, не захотел. Что касается дальше Хизбут Тахрира. Да, вот ГБшечка занималась еще Хизбут Тахриром. Я вот тоже не совсем понимаю историю вот с Хизбут Тахриром, да, то есть какие-то ребята там в что-то верят, значит, их сажают за это. Ну, просто вот, если вы знаете, что за это сажают, зачем вам туда идти? Зачем? Зачем там вместе собираться, там что-то это, какой смысл? Да? Или, допустим, вот как кто-то в мечетях собирается, где-то молится. А нельзя не в мечети молиться, если для вас это так важно? Вот зачем? Как бы, да, просто я хочу понять. Это где-то вот, я понимаю, я башкирский либеральный национальность, я не религиозный абсолютно, да, может быть какие-то предписания религиозные там, да, но нигде же не сказано, что вот вы должны стать мучениками там, да, и так далее. То есть я не думаю, что это хорошо, если вы мученики, если вас посадят, там еще что-то, ну, это нехорошо, да, как бы. Вот, соответственно, история была, когда сколько-то людей там из Хизбут Тахрира, по-моему, посадили. Я считаю, что это абсолютно бессмысленно. То есть вот людям ходить в какой-то Хизбут Тахрир, чтобы их потом посадили. Может быть, спецслужбы организовали этот Хизбут Тахрир, чтобы найти людей, посадить и получить повышение по должности. Может быть. И вопрос, вот если вы хотите в этот свой Хизбут Тахрир идти, может быть, вам лучше уехать и где-нибудь там, где можно, вот с этим Хизбут Тахриром, там, зачем вы здесь, вот это все? В чем смысл для вас, что вас посадили? В чем смысл? В чем смысл вообще? Ну вот я хочу понять. Дальше. Турецкие лицеи. Турецкие лицеи закрыли. Да? Вот ГБшечка наша славная закрыла турецкие лицеи. Но здесь что нужно сказать? Вот у башкир было на тот момент, насколько я понимаю, только два направления нормальных. Это, значит, башкирский интернат, по-моему, там был, ну, еще, может быть, какие-то школы, и турецкие лицеи. То есть вот более-менее состоявшихся башкир, кого я видел, значительная часть, там половина с интерната, половина с турецких лицеев. Все. И они таким образом уничтожили возможность для башкир как-то развиваться и так далее. То есть им нужна вот такая быдломасса башкирская. Вот этой ГБшечке нужна быдломасса, чтобы они там в Сибири работали, пьянствовали, алкоголиками были, где-нибудь ЧВК подыхали, чтобы у них там какую-нибудь идеологию им навязать там, да, и так далее, и так далее. И они при этом будут у них сосать ресурсы, делать из них таких манкуртов и так далее, и так далее. То есть вот это им что нужно, россиянцев из них делать и прочее. Турецкие лицеи они закрыли. И, то есть, вот есть какие-то люди, если у них есть элита, они уничтожают элиту и сажают туда свою элиту. И потом делают с вами все, что хотят. Вы знаете, что в 1937-1938 башкирскую элиту уничтожили, да? Вот я просто про себя скажу. Я ни в какие Хизбут Тахриры не входил, как бы, да, раз. Ни в какие турецкие лицеи не ходил, два. Я ходил в обычную школу, закончил золотой медалью. По Олимпиаде занимал 6-е место по России, по Олимпиаде по экономике, 2-е место по Башкортостану, да, там, по английскому языку занимал, там, по математике на Олимпиадах занимал места. Высшую школу экономики закончил, потом ваш местный этот юрфак, БГУшный, стал первым членом ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, да? Первым членом среди башкир. Просто других башкир нет. Я еще в 2015 году стал членом Association of Chartered Certified Accountants. И при этом я тут понимаю, что, в Уфе меня никто не ждет. В Уфе образованные башкиры нафиг никому не нужны.
Да, то есть тут как бы немножко другая политика, тут немножко все ЗГБшено, тут как бы все это, да, и прочее, прочее. И я вижу трындеж, который стоит. Вот, да, ладно, я сейчас не хочу про себя, я про себя потом отдельное видео, может быть, сниму и расскажу. Да, вот когда говорят, что вот там, не будем про это. Вот, турецкие лицеи, они, значит, соответственно, позакрывали. ГБУшечка наша родненькая, позакрывали. Чтобы у башкир не было вот в этом направлении чего-то. Теперь вопрос, уважаемые турки, я к вам обращаюсь, уважаемые турки. Состояние такое у нашего башкирского этноса, да, такое, что нам любая помощь от кого угодно будет кстати. Нам без разницы, Гюлен это, Эрдоган это или кто-либо еще. Нам там, Тюрксой там, эрдогановский там, или еще кто-то там. Нам нужна любая помощь. Наш этнос на текущий момент башкирский хотят уничтожить. Его методично ГБУшечка уничтожает. Тупо уничтожает. Понимаете? И поэтому, если вот вы рассуждаете таким образом, что вот какие-то люди из Башкир ходили в турецкий лицей, который, значит, создал Гюлен, а вот мы там за Эрдогана и еще что-то. Поймите, вот этих людей уничтожают, их тюрьмы пытались сажать, еще что-то и в России за то, что они турецкий лицей закончили. И вы их не поддерживаете, потому что это они созданы Гюленом, понимаете? Вот я просто прошу обратить на это внимание. Я прошу в нашем случае закрыть глаза, что это гюленовский, не гюленовский, какая вам разница? Вам должно быть без разницы, уважаемые турки. Если вы поддерживаете башкирский народ, нужно его образовывать, нужно помогать всячески, нужно с башкирскими вот фильмами помогать, фильмами, да, вытаскивать людей вообще вот, как бы, да, чтобы они не были ЗГБшными, там, не алкоголизировались там, и так далее, и так далее. То есть вот это есть братская помощь. Нам без разницы. Это помощь там, от Гюлена, от Эрдогана, там, от кого-то, от кого угодно. Мы готовы принимать помощь от кого угодно, как нация, как башкирская нация. Да? Я просто поймите эту ситуацию. Мы находимся в очень плохой ситуации. Наш башкирский этнос находится в очень плохой ситуации. И мы будем рады любой помощи от кого угодно. И не надо делить вот этих людей, которые, значит, заканчивали турецкий лицей там, и так далее, да? Как бы вот поймите меня правильно. То есть стравливание идет. Стравливание, то есть, как бы, да, по всем направлениям. Дальше, БО Башкорт. ГБУшечка ликвидировала БО Башкорт. Признал ее экстремистской там, и прочее, прочее. Ну, что тут сказать. БО Башкорт занималась тем, вот я интервью у Габасова брал, он там прям сказал, занималась тем, что нелегальный алкоголь выявляла в башкирских селах, деревнях. Кстати, вот эти люди, которые продают нелегальный алкоголь другим башкирам в башкирских деревнях, сами этнические башкиры. Ну, что там у них? Это называется внутриэтнический каннибализм. Да, вот каннибалы из числа башкирского этноса в целях собственного обогащения делают какой-то нелегальный алкоголь и продают его другим представителям башкирского этноса, чтобы те пили его и подыхали. Это называется внутриэтнический каннибализм. То есть в некоторых местах башкирского этноса мы наблюдаем не только стадо, да, уровень развития стадо, башкирское стадо, но мы еще наблюдаем внутриэтнический каннибализм. Чтобы вы понимали. Вот они, значит, пытались что-то вот с этими товарищами делать, чтобы меньше алкоголиков было, как-то протрезвить их, там, боролись с нелегальной продажей алкоголя. Окей. Заезды у них были, а потом был стихийный митинг, который они организовали 16 сентября 2017 года. Потом вот история с Торатау, с Куштау и так далее. И вот ГБУшечка их признала экстремистской. Насколько я понял, это потому, что Путин сказал Хабирову, что надо с националистами заканчивать. Там, в общем, вот Хабиров вышел в «Эхо Москвы» сказал, что нацисты, расисты, СБО Башкорт, такие вот нехорошие. Ну и как бы
он выполнил требования Путина, да, он же выполнил, он сказал, что и их признали экстремистской организацией. То есть БО Башкорт — это организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации. Дальше у нас была история с Фаилиным Овчиновым. Вот сейчас его преследуют. То есть его преследуют, там уголовное дело на него шьют, там еще что-то, то есть за какие-то высказывания, там, в общем, и так далее, и так далее. Дальше у нас была история с башкирскими историками, я не буду фамилии называть, которые писали доносы на других башкир, там, как бы, да, там, по поводу гиенов, по поводу еще чего-то, там, прочее, прочее. Я хочу свои комментарии дать. Вот я не думаю, что вот они прямо, у них такое желание, значит, написать доносы. Я думаю, что ГБУшечка просто говорит: ребятки, если вы хотите продолжать свою работу по своим каким-то направлениям, вот вы должны дать вот такую-то лингвистическую экспертизу, вот такие-то доносы, да, вот так-то, так-то. И они просто вынуждены это делать. То есть это стравливание, вот специально стравливают. Если есть среди башкир кто-то хоть что-то хорошее делает, вот этот хороший делает, этот, вот давай их стравим друг с другом, один против этого пусть что-то сделает. Да, вот. Поэтому как бы вот это нужно понимать. Вот ситуация полной ЗГБшности, к сожалению, если вы находитесь внутри этого государства, вы не можете преодолеть это. Я же поэтому, в том числе и Дильмухаметову, об этом в Телеграме писал. Ну, вот я вам сообщаю. Нельзя всерьез заниматься национальным вопросом, если вы находитесь внутри данного государства. Нельзя. Вас ГБУшечка посадит, наркотики подбросит, грохнет, новичком грохнет, там, компроматчики какой-нибудь сфальсифицируют, еще что-нибудь. Ну, что-нибудь они там придумают, в общем. У них там полно, да? Вот. Механизмов. Поэтому, ну вот тоже пример, да, то есть одних хороших людей против других хороших людей, их надо обязательно стравить, чтобы они друг друга ненавидели, там, еще что-то там, доносы, лингвистические экспертизы, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. Это все ГБУшечка. Дальше, тайные свидетели. Ну, если у них нету, людей не находят, кто прям в открытую, там, за денежку что-то там говорит, они берут тайных свидетелей. Вот тайные свидетели, значит, они тайно там что-то говорят, какую-нибудь экспертизу там и прочее. Теперь, ну, это видео будет у меня долгое, уже 50 с лишним минут я проговорил. То есть это вот новейшая история с башкирами, с ЗГБшностью. Я вам просто по каким-то моментам прошелся. На самом деле куча других моментов там. Допустим, дочка Альмиры Жуковой, по-моему, правозащитницы, я могу ошибиться, я точно не помню. В общем, она сидела за наркотики. И там по БСТ показывали какое-то видео, еще, по-моему, при Хамитове было. По ей тупо подбросили наркотики и спутали эту пленку. И по БСТ показывали кадры, где ей подбрасывают наркотики. Просто 4 миллиона населения башкирского, там, да, башкортостанского. Смотрите, вот мы подбрасываем наркотики. Вот мы показываем вам, как мы подбросили ей наркотики. И сейчас она сидит. И вы ничего не сможете сделать. Вы можете сидеть, трындеть, там, что-то пошуметь, там, еще что-то. Она все равно будет сидеть. Она сидела, но потом ее через какое-то время выпустили и так далее. Чтобы вы понимали, да? То есть вот там были какие-то журналист Голунов, там еще какие-то, значит, там в Москве, еще где-то. То есть там какой-то шум был и какие-то протесты были здесь. Здесь мы в нашем великом Башкортостане. Значит, ГБУшечка может сделать все, что угодно, и ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Вообще ничего не произойдет. Поэтому как бы у меня нет никаких иллюзий по поводу общества, вашего общества, да, то есть как бы, ну, нет у меня никаких иллюзий. Вы скажете, а что я тогда вот это говорю, там, рискую жизнью, там, да, свободой и так далее. Ну, а если никто не говорит? Кто-то должен что-то говорить, нет? Как вы считаете? И, возможно, у меня есть еще какие-то другие мотивы. Может быть, я ЗГБшный. Может быть, я ЗГБшный, и мне, значит, ФСБшники купили, и им хочется поржать над вами, над всеми, да? Вот поржать они взяли Шамиля и говорят: Шамиль, давай там поржи над ними.
А вот как мы там вас, что хотим с вами, то и будем делать, мы новое дворянство. Вот. Может быть так. Может быть, они меня используют в темную. То решили, да. Давай, Шамиль, там, вначале про северо-западных башкир, про татар, да, давай там туда-сюда, а потом мы тебя посадим там за что-нибудь там, мы тебя посадим, там что-нибудь тебе подбросим и так далее там, да. Может быть. Откуда вы знаете, да? Так, вот эти я вам рассказал, теперь давайте дальше продолжим. Так. Ну, смотрите, что про ГБУшечку нужно знать. Это я говорю из своих наблюдений. Я давно наблюдаю за ГБУшечкой, как они работают и прочее. Я наблюдал за Мальцевым, там, который говорил революция, там, каком-то там ноябрь 17-го, еще что-то прочими, да. Есть такое понятие, как использовать в темную. Да? И вот есть такой товарищ, фамилия у него Гиркин. Он сидел в Курултай-Башкир. Так, к слову, да, он сидел в Курултай-Башкир, и он еще известен прочими разными моментами. У него есть такое интересное выражение: «Я очень не люблю, когда меня используют в темную». Вот он так любит говорить. Вот я про себя говорю. Меня сейчас конкретно используют в темную. Я вам сегодня, 11 марта 2021 года, вам говорю. Будущим поколением башкирской нации, да, представителям западной цивилизации, я вам говорю. Ну и прочим тем, кто смотрит, в том числе наши ГБУшечки, я говорю. Меня сейчас конкретно используют в темную. Я понимаю, что меня сейчас конкретно используют в темную. Что значит использовать в темную? Ну, значит, я не знаю, кто там мной манипулирует. Я не знаю, значит, какие у них механизмы манипуляции. Да? То есть, просто им выгодно. Вот я являюсь, с их точки зрения, полезный идиот. Такой полезный идиот. Шамиль Амангельдин, значит, да, рискует там жизнью, свободой и прочими вещами. Значит, вот он там партию, там, да, там, Bashkurt Lives Matter, там, мультфильмы хотел переводить на башкирский, еще что-то. А мы будем за ним следить и ржать. Да, там, еще что-нибудь. Пожалуйста, там, да. Вот я, в том числе из-за границы, люди, которые там оппозицией якобы они являются, и прочее, прочее. В общем, меня конкретно используют темно. Нравится ли мне это? Нет, мне это не нравится. Мне это не нравится. Я оставил e-mail bashkirtization@protonmail.com. То есть, если вы хотите использовать меня не в темную, ну вот вы можете туда написать. На тут e-mail, да, который вам известен. Тогда вы не будете меня использовать в темную. А так вы меня используете в темную. Это мне не нравится. Я просто сообщаю об этом. Дальше. Так называемая оппозиция, которая находится за границей. Я пофамильно не буду называть. Вполне возможно, что она тоже ЗГБшная. Вполне возможно, что она тоже ЗГБшная. Понимаете, в чем проблема? Я вам сразу говорил, что это мои размышлизмы, у меня тут нет рецепта, как вообще, как победить ГБУху, у меня рецептов сейчас нету. Ну, то есть, как бы, да, ну, реально, я не знаю, как победить ГБУшечку. Я просто сообщаю вам какие-то моменты, потому что я организовал партию, и она, соответственно, будет вести какую-то там деятельность, и мы уже, возможно, активность этой ГБУшечки увидим. А может быть, там Владимир Путин для прикола сделает, чтобы, значит, партию зарегистрировали, там, чтобы то-то, и сделает. Вот пусть Шамиль пройдет в эту Госдуму, чисто поржать. Может быть, он так сделает, да, я не знаю, то есть, короче говоря, посмотрим. Вот эти вот товарищи, которые за границей, оппозиция, там, вполне возможно, они тоже ЗГБшные. Черт его знает. Дальше. На текущий момент пока еще не было такого, чтобы там какой-нибудь телеграм-канал типа Техас Хабирова, там еще что-то, про меня что-то писал. Пока не было. Я там про Мурзагулова видео снимал, там видеообращение к радио Хабирову делал. Они ignorance, то есть, меня игнорируют, как будто меня нету.
как бы, ну, сейчас я уже лидер партии «Федеративная Россия», вот здесь, вот в башкортостанском отделении. Вот посмотрим, что они там дальше будет. ГБУшечка там и так далее. Как они будут взаимодействовать. Дальше. Ну, вот просто про ГБУшечку что еще нужно знать. Они часто любят создавать симулякры, которые изображают оппозицию. Да, вот. Очень много разных людей, которые себя изображают оппозицией, там на «Эхо Москвы» выступают еще где-то там, это, да, вот. Ну, вы просто должны знать, «Эхо Москвы» — это «Газпром Медиа», это принадлежит «Газпрому», там, Миллер, там, Кооператив «Озеро» и так далее, да, то есть все связано с Путиным. «Дождь» — то же самое, телеканал «Дождь», который якобы оппозиционный, там, даже пожертвования собирает от людей, там, чтобы освещать, тоже связано все это, я не помню там с кем, в общем, связано с властью все это дело. Нет тут никакой оппозиции, которая не связана с властью. И ну, часто они, вот эти вот ГБУшечка, она любит создать симулякр, там, Поп-Гапон, там вот этот вот Мальцев, там, да, который из Саратовской области, говорил, революция, люди вышли, он сам в политэмиграцию уехал. Отлично. И они часто делают так, вот, как бы это сказать-то, вот я как бы ГБУшечку, много там разных агентов бывает, да, но вот я делаю такое разграничение: агенты влияния и агенты-исполнители. Агенты-исполнители — это киллеры, хакеры, силовики, прослушка там, прочие силовики и так далее. Да, то есть как вот, допустим, когда Муртазу Рахимова снимали, там какие-то башкиры начали протестовать в Москве, там что-то выходить. И вот какой-нибудь ФСБшник говорит каким-то ментам, полицейским, типа, вот там, вот этих задержите, там, там станьте, оцепление туда-сюда. И эти полицейские начинают этого ФСБшника слушать. Так работает. То есть это агенты-исполнители, всякие вот эти вот, да. Есть киллеры, им нужно, допустим, грохнуть кого-то. Они говорят, киллеры, вот банда киллеров, давайте там, идите грохните. Вот вам там оружие, либо там нужно грохнуть так, чтобы никто не узнал, что как будто человек сам умер. Ну, для этого есть там новичок, Полоний, там еще что-то, да, прочие моменты. Хакеры, значит, они там, это вот агенты-исполнители, они исполняют определенный момент, да. То есть вот в качестве агентов-исполнителей я считаю киллеров, хакеров, силовиков, всяких прочих вот этих, в том числе Росгвардии, которые там, прокуроры, там, судьи, там, по звонку сделают все, что нужно, еще что-нибудь, да, прослушки, которые в квартирах устанавливают, там, в телефонах и так далее, и так далее. Это вот, да. Компроматы собирают, там бегают. Вот это агенты-исполнители. Агенты влияния — это второй тип. Это вот такие товарищи, которые создают, вот, как сказать, не можешь возглавить протест, то есть не можешь предотвратить протест, возглавь его. Да? И вот они придумывают, кого поставить, чтобы возглавить протест. Ну вот, да, типичный пример — Ксения Собчак. Ну, это реальный агент влияния, да? Но это очевидно, что она, как бы, реальная оппозиция вообще никак не является, она не может быть реальной оппозицией. Ну, то есть, хочешь превратить протест в балаган, отправь туда Ксению Собчак, она превратит протест в балаган. Да, как бы, это очевидно. И вот многие люди, как бы так сказать, там, ну, то есть, вот я сейчас являюсь лидером этой партии, да, я просто не хочу, чтобы, то есть, вот, вы должны понимать, что вполне возможно, что это будет симулякр. Ну, будет очередной симулякр, мы там будем изображать из себя оппозицию. То есть, у вас в голове это должно быть. Вот я вам честно говорю, вполне возможно, что это, будет какой-то симулякр. Если там допустят, не допустят, там какой-то, это же долго может все тянуться там, да? Пожалуйста, ну как бы. То есть я просто говорю, как вообще ГБУшечка работает. То есть они агентов влияния используют, да? Они вот могут, например, мы знаем же, что у Айрата Дильмухаметова прослушка там везде в квартире была. Это вот в этом написано, в интернете даже написано. Что они могли делать? Они могли взять к нему в качестве друзей, внедрить ЗГБшных товарищей. И вот, значит, эти ЗГБшные товарищи, значит,
айраты сажают, а ЗГБшный товарищ становится самым главным 4-й Башкирской республики. Ну, и вот теперь все, значит, другие общаются с этим ЗГБшным товарищем, сливают ему всю информацию, говорят, что думают, там, туда-сюда, и тот, как хочет, ими так руководит, всю их информацию, переписку, там, деньги собирает с них, еще что-то, все это в ГБушечку, понимаете? Вот. То же самое, вот сейчас я создал партию, да, с какой целью? Вот они скажут, что типа, то есть они используют меня в темную, да? Шамиль создал партию башкортостанское отделение, теперь давайте выявим активных членов башкиров, да, как бы. Кто там за федерализм, кто из них войдет в партию, кто там будет поддерживать, писать Шамилю тролля, просто чтобы вас всех выявить, да, как бы, понять и так далее, там, да. Актив выявить, по-моему, так называется. Они используют нас в темную, меня там и прочих членов партии. То есть такое вполне возможно. Я вам поэтому сразу говорю, ГБушечка такая штука, что с ней достаточно сложно. То есть, вот. Теперь, что я еще хочу сказать? Вот я создал партию, Башкортостанское отделение федеративной партии, да, и вторым человеком там будет Руслан Габасов, то есть я руководитель, моим заместителем будет Руслан Габасов. Ну, на эту тему там мы отдельное видео снимем от партии. И я думаю, что какие моменты будут использоваться ГБушечкой, чтобы вообще ну, разные провокации делать, там, стравливать людей и так далее, да. Но, во-первых, они между собой будут всех стравливать. Башкир против татар, в первую очередь. То есть вот башкиры против татар, туда-сюда, то есть они будут по-всякому стравливать. Там какие-нибудь лица выйдут ЗГБшные, типа они татары, там какие-нибудь выйдут это башкиры. Потом они мои видео, где я про западный диалект башкирского говорю, где там сувары, там вот эти вот Магомеда, все это рассматривают, да, они начнут говорить, что я там башкирский националист против татар, хотя я не против татар, я против татаризма, да, вот это они все начнут использовать. Потом, что они начнут делать? Они начнут стравливать мусульман против немусульман. Они начнут говорить, что вот эти мусульмане, там, эти не мусульмане. Они найдут какие-нибудь видео, где я там что-нибудь говорю, что я за либерализм, да, и будут говорить мусульманам, вот видите, Шамиль там что говорит, он либераст, он за либерализм, там, да, как вы можете считать его мусульманином и так далее. А про мусульман будут не мусульманам что-нибудь другое говорить, да, то есть они одним будут одно говорить, другое, чтобы стравить друг с другом, да, понимаете. Третье, они будут, вот я же сторонник федерализма и того, чтобы были русские республики, чтобы статус областей поднять до русских республиков. У меня есть видео, называется «Серьезный разговор», как это называется, статья «Федерализм. Заметки на полях». И вот они будут всяких ЗГБшных провокаторов вытаскивать, которые будут говорить, что границы такие-то, давайте поделим, там, нужно присоединить западную часть там, Башкортостана к Татарстану, там, Уральская республика, нужно там границы тут-то что-то забрать, что-то присоединить, там, туда-сюда, еще что-то. То есть, короче, вот такого плана провокаторы будут обязательно появляться, и они обязательно появятся. Поэтому я сразу говорю, в уставе и в программе партии федеративной написано, что мы не меняем никакие границы. Не меняем никакие границы. Мы, значит, в программе написано, что все регионы в составе России в тех границах, которые есть, мы за федерализм, за больше там, прав регионов, за бюджетные там, значит, остается, и мы никакие границы не меняем. И я свою точку зрения еще хочу сказать, что когда политический режим уйдет, да, то есть когда будет другой политический режим и будет реальный федерализм, тогда мы уже после победы федерализма сможем между собой договориться о том, что захотим ли мы менять территорию границ регионов, и либо не захотим, как наши регионы будут называться и так далее. А пока мы ничего не меняем. У нас есть общая задача, это федерализм, у нас есть общая задача, это, соответственно, там, победа на выборах и так далее, и так далее. Вот, да, наша повестка. Чтобы нас не пытались, значит, сразу провокаторы появятся и начнут там границы там перекроить,
Да, а у них ничего нету, да, их там грохнут через день, там, они ничего не могут сделать. И они тут границы размышляют о том, как они будут границы менять. Какой-нибудь не буду плохие слова говорить, да, и так далее. Вы понимаете? То есть, никаких границ мы не меняем. Мы в рамках того, что в законодательстве есть, а у нас Российская Федерация, мы, соответственно, в рамках того, что у нас есть, мы говорим, что мы за целостность Российской Федерации, мы за больший федерализм и за права регионов внутри Российской Федерации. И у нас поэтому федеративная партия. Мы говорим вот так вот. Но я лично еще не против того, чтобы области, там, дальневосточная вот эта, да, Русская Республика стала, да, то есть в тех же самых границах, которые есть, она сказала, что вот мы хотим, чтобы мы назывались Дальневосточная Русская Республика, например, Сибирская Русская Республика, чтобы они сказали. Вот мы хотим, чтобы у нас была Русская Сибирская Республика с правами, там, с прописанными для русского населения и прочее, прочее. Например, да? Как бы, вот. Я потом, возможно, в отдельном видео расскажу по поводу русского регионализма там, и так далее. Зачем мне это нужно с точки зрения башкирского националиста. Вот. И еще раз повторяю, я за целостность Российской Федерации, но именно федерации. Федерации, где права всех народов защищены, где есть школы, вузы с башкирским языком обучения, да, где есть... Вот Нигматуллин, академик, недавно предложил ЕГЭ на татарском там включить, да, можно и на башкирском включить и так далее. Вот прочие такие моменты. То есть фильмы, мультфильмы на башкирском и прочее, прочее. Вот. То есть я за Российскую Федерацию, ни в коем случае нигде я не говорил, что я поддерживаю какой-либо сепаратизм. Я не буду воевать против сепаратистов, если они где-то вдруг появятся. Это моя позиция. Но сам я сепаратизм нигде не поддерживаю. Ну, я как бы федеративная партия, да, я же, соответственно, федералист, да, чтобы вы понимали. Теперь обязательно появится трындеж на тему обязательный башкирский язык в школах или необязательный и тому подобное. Вот, ну, то есть, чтобы был спор, чтобы по этому поводу разделить людей там, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот они будут делить на башкиров против татар, мусульман против мусульман, границы регионов, провокаторы будут находиться. Потом будут провокаторы по поводу башкирского языка, как бы, да. И также, ну вот, примерно так. То есть, я просто вам рассказываю, что если бы я был ГБшником, я бы вот примерно так бы действовал. Как бы, да? Ну, то есть, чтобы понять, что они будут делать, нужно представить, что ты один из них, и что ты будешь делать. Я же в одном видео говорил, что если бы я был Путиным, я бы, как бы, прежде чем уйти, там, поставить своих людей, там, туда-сюда, преемственность власти, я бы еще забрал бы часть ядерного оружия себе лично. Как бы, да? Вот. А здесь я вам говорю, что бы я делал бы, если бы я был ГБшником. ГБушечкой нашей любимой. Поэтому, скорее всего, они вот это все и будут делать. Скорее всего, они все это и будут делать. Ну, если вдруг они увидят, что это что-то серьезное. Там, если это не особо серьезное, а в начальном этапе это не будет особо серьезным, то они даже заморачиваться особо не будут. А если много членов партии будет, там шум везде, еще что-то, то потом они начнут вот все это дело делать, там, стравливать партийцев между собой, там, еще что-то, в общем, ну, вы поняли, компроматы на нас начнут. И так далее, и так далее. Я еще раз повторюсь, я считаю, что всерьез заниматься национальным вопросом, находясь внутри Российской Федерации, невозможно. Невозможно. Вот. А я сейчас не знаю, как мне не находиться внутри Российской Федерации. Не знаю. Не знаю. Как бы, да? Вот. Возможно, в будущем у меня появится возможность не находиться на территории Российской Федерации. Возможно. Это у нас было видео про ЗГБшенность, про башкирскую ЗГБшенность. Теперь давайте немножко про менталитет. Да, вот. Если мы знаем, что вообще у нас тут полнейшая ЗГБшенность, и
как бы одни стукачки, как бы, да, в основном. И все так очень плохо. И вот это вот вся взаимоотношения между людьми такие, как бы, да, и так далее, то, ну, не везде, конечно, да, то есть не во всем, но в очень многих сферах, особенно в национальной сфере, да. Значит ли это, что надо опустить руки и вообще ничего не делать? Отнюдь нет. То есть я думаю, что даже в условиях ЗГБшности какие-то вещи можно делать. Вот, например, я пытался еще в 2019 году, уже 2 года назад, да, я первый мультик на башкирский перевел и сделал. У меня полно этих мультиков на башкирском, фильмов на башкирском, да. Там Бэмби, там у меня больше 3000 просмотров уже, да, вот мультфильм Бэмби идет на YouTube-канале Bashkirtization, да, и так далее. Это часовой мультфильм. Это получается 3000 часов просмотра, да. Вот чтобы вы понимали, когда кто-то трендит, там, башкирский класс, учительницы, тра-ля-ля, в классе сидит 30 учеников, например, 40 минут идет урок, 40 умножьте на 30, 1200 минут башкирского языка, да, 1200 минут всего. А если 3000 часов и 1200 минут, вот сравните, да, 3000 часов кто-то, ну, смотрел что-то на башкирском, значит, для башкирского языка, для знания ими родного языка это гораздо больше и полезнее. Я обращался в разные структуры. Скоро, я надеюсь, я успею до того момента, как мне там наркотики подложат или там еще что-нибудь сделают, да, я надеюсь, до этого я успею обратиться еще к какие-нибудь международные структуры, чтобы они там помогли с башкирским языком, возможно. Ну, не знаю. Вот тут я нерационально поступаю, мне нужно было вначале обратиться. Да, а тут как бы я вам сразу говорю, что я вот хочу к ним обратиться, а потом вот эти ФСБшники, значит, увидят, ага, Шамиль хочет обратиться, давай мы его посадим, да, пока он не обратился. Вот. Поэтому ситуация вот тут такая сложная, то есть, ну, мы все находим, ну, не все, вот я, по крайней мере, точно нахожусь у них на крючке, что они захотят, то могут и сделать, как бы. С другой стороны, нужно понимать, что на меня, самое смешное, компроматов-то особо нету. Я никогда не был чиновником, никогда особо законов не нарушал. То есть на меня могут быть какие-то мелкие компроматы там, в части моего общения с женским полом, например, где-то там, что-то там в юности, там, да, не знаю. Но это не компромат, это фигня какая-то. И там, не знаю, штрафы ГИБДД у меня еще есть. На машине там я ездил, превышал скорость. Все. Просто у меня реально компроматов нету. Вот. И это будет очень интересный такой кейс. То есть, да, вот я как бы I speak English, I'm just English-speaking Bashkir member of future Bashkir nation, I hope. And I like Western civilization. I want Bashkortostan to be part of Western civilization in the future. And Bashkir people be good people in Western civilization. So, извините, я немножко перешел на английский. В общем, суть такая, что вот будет очень интересно посмотреть мой кейс, да, что они там будут делать, наша ГБУшечка. С точки зрения ислама ко мне не пристать не могут, я намаз не читаю, в мечеть не хожу, бороды у меня такой нету. Ну, что, то есть они пришить мне то, что я ваххабит, не могут. Я объявил себя башкирским либеральным националистом. Да, то есть, как бы, да. Пришить то, что я националист, они тоже особо не могут. Ну, то есть, как бы, так-то они вообще что угодно могут сделать. Они там могут ручку там, автомобиля новичком так помазать, да, как бы, например. Чтобы потом я так случайно открываю ручку автомобиля, и тут новичок и трупик. Да, пожалуйста, они так могут сделать. Наркотики в багажник автомобиля положить тоже могут, пожалуйста, там, да, еще что-нибудь, но как бы, но так, чтобы вот, как бы сказать-то, ну вы примерно поняли мысль, да, то есть с исламом как-то я особо не связан. Башкирский либеральный националист, то есть это право на язык, там, на культуру башкирскую, на школы на башкирском языке, мультфильмы, фильмы на башкирском языке, там, да, прочее, прочее. Причем значительная часть частично ЗГБшных людей,
которые вообще обязаны, да, вот эти мультики, фильмы на башкирском делать там и так далее, я к ним обращался, они ноль поддержки, там, да, ноль, как бы, чтобы вы понимали. Вот, так что все это будет очень любопытно, и я прошу мой кейс держать вообще на контроле и наблюдать, как все это будет. Я, конечно, очень много болтаю, но ладно. А вообще, чем там, кое-кто не шутит, то есть вот эта вот федеративная партия, которая, значит, организовалась, она имеет шансы, если вот появятся там какие-то элементы общества нормального, да, вот в данном Башкортостане там появится хоть кто-то там, какой-то процент населения нормальный, который что-то будет делать, отстаивать там, голосовать, подписи собирать там на выборах, там, в партию вступать и так далее. Ну, тогда, может быть, что-то и получится. Посмотрим. Вот. Что хочется еще сказать. По поводу этой партии я должен также, наверное, все-таки сказать. Возможно, я потом повторюсь, но вот сейчас хочу это сказать, да. Я думаю, за 10 минут я успею, будет на 1,5 часа видео. Значит, смотрите. Там самый главный Олег Хомутинников. Мы смотрели, кто он. У него есть фотки с Жириком, с Жириновским. Мы Жирика не поддерживаем. Мы башкирский либеральный националист. Ну, я, по крайней мере, башкирский либеральный националист, я Жирика не поддерживаю. Я помню, как он предлагал башкир-татар отправить в Монголию и прочее, прочее. И лица с Урала, ну, как бы люди, которые с Свердловской области, там, я не буду говорить Уральская республика, может, они хотят. Это их право. Если они хотят называться Уральская республика, флаг им в руки. Если они хотят называться Русская Уральская республика, 2 флага им в руки, да? То есть, я же говорю, Русская Сибирская республика, Русская Дальневосточная республика, там, Русская Нижегородская республика, Русская Тульская республика и прочее. Так вот, что касается в составе Российской Федерации, да? В составе Российской Федерации. Вот. Что касается, это чтобы ЗГБшные не могли там сказать, что типа республики, в составе Российской Федерации русские республики. Так что сепаратизм вы тут не пришьете, господа, если вы там по закону будете действовать, господа новое дворянство. Теперь, что касается вот этой партии, Хомутинников и так далее. Жириновский, значит, с ним фотка есть. Жириновского я не поддерживаю. Следующее, есть, он был помощником какого-то там депутата, который там высказывался разные, не про башкир-татар, а про внешнюю политику данного государства. Вот поэтому, как бы, я сразу говорю, я не выражаю свою позицию по высказываниям каких-то депутатов и по, значит, мнению Олега Хомутинникова, который самый главный в этой партии, и прочее. Да, потому что тут подстава может быть с разных сторон. Вот они возьмут вас в партию, а потом сверху начнут там какую-нибудь свою политику, которая нам не нравится. Там, по поводу внешней политики, еще что-то. Нет. Моя позиция такая. Вот я, лидер башкортостанского отделения партии, да, Федеративной России, Федеративной партии, вернее, не высказываю свою позицию по ряду вопросов. Просто не высказываю. Я не говорю, что я думаю по поводу там российско-украинского вопроса, но при этом я говорю в Украине. Я говорю в Украине, потому что как бы на территории Украины, в государстве Украины и в Украине. Вот так вот, да, то есть. Но свою позицию там по каким-то вопросам я не высказываю. Теперь, что касается, как бы это сказать там, то есть это не наш вопрос. Мы за федерализм. Вот конкретно там у них есть программа, ее написал частично Ленар Михтахов, это татарский националист. Ну, может быть, он себя так открыто не называет татарским националистом, там, просто татарин, там, еще что-то. Но, в общем, я считаю, что он татарский националист. То есть он достаточно неплохую программу написал, там именно про федерализм. И вот именно федерализм в этой части мы поддерживаем. То есть вот
Мы поддерживаем федерализм, больше прав регионов, больше, чтобы бюджетных денег оставалось в регионах и прочие моменты, которые там есть. Да? Если вдруг они там что-то в центральном аппарате, там хомутинников, еще кто-то придумают что-то другое, что там, значит, идет вразрез федерализму или там какие-то другие моменты, то мы под это не подписывались. Да? Мы подписывались, вот я сейчас говорю, именно под ту программу, которая у Ленара Мифтахова по поводу федерализма. А другие моменты, как бы, мы смотреть будем. Вот. То есть сразу это говорю, чтобы у всех было понимание. И также у меня есть гипотезы, вот зачем эту партию создали. Возможно, это очередная ГБшная, Сурковская, там еще кто-то там, да, значит, ГБшная история, чтобы, ну, вдруг, если с политическим режимом там что-то будет не очень хорошо, и федеральная повестка выйдет на там первый план, чтобы вот взять и как бы не можешь, значит, протест контролировать, возглавь его, да, то есть не можешь, чтобы не было протеста, возглавь его. Вот они эту партию создали, и чтобы как бы, как их симулятор, они, соответственно, наша партия появилась, и мы как бы всех таких недовольных федералистов в эту партию. Вполне возможно, то есть такой вариант тоже не исключен, я не знаю, то есть, да, может быть, у них и такие задумки есть. Но в любом случае, как бы это возможность, во-первых, проявить себя тем, кто за федерализм, тем, кто за Республику Башкортостан, тем, кто, значит, за права родных языков, потому что вопрос родных языков мы тоже будем поднимать в рамках башкортостанского отделения. Я думаю, в рамках татарстанского отделения они тоже будут поднимать, да, и прочих. И мы дружим с татарами, то есть я сразу говорю, представители вида Homo sapiens с татарской идентичностью, значит, они являются друзьями, в основной своей массе представителям вида Homo sapiens с башкирской идентичностью и братскими народами, как бы, да, вот. То есть тот факт, то, что я разношу татаризм в видео, не означает, что я что-то имею против татар. Просто среди вот этих татар есть западные башкиры, я еще раз повторяю. Это мое право докапываться до них, и вот как сейчас в США, вот, допустим, у мальчиков спрашивают: мальчик, а ты уверен, что ты мальчик, а ты не девочка? Ну, там, полребенка, там непонятно, да? Может быть, ты девочка? Ты точно? Там, да? Или какой у тебя пол? Да, ты точно мальчик? Или у девочки там спрашивают? Ну, где-то вот я слышал такое, да? То есть уточняет пол человека. Вот точно так же я имею полное право уточнять при общении с представителями вида Homo sapiens с татарской идентичностью, уточнять у них: а вы точно татары? Ну, то есть, вот, ты татарин, вот, допустим, Ленар Мифтахов, ты татарин, а ты уверен, что ты татарин? Может быть, ты мишар? Ты уверен, что ты мишар? Может быть, там казануиты, там, да? А кто были предки казанов? Может быть, были сувары, там, у вас предки, там, да? Или вот кто? Вот, как бы, ну, это мое право так докапываться, да? То есть вдруг у него предки или у кого-то другого там западные башкиры. Вполне возможно, что у него предки западные башкиры. Вполне возможно, что предки типтяри. Да? Ну, он себя считает татарином. Да? Вполне возможно. То есть это мое право задавать эти вопросы, уточняющие. А его право иметь ту идентичность, какую он хочет. Хочет иметь идентичность татарскую, флаг ему в руки. Хочет иметь идентичность татар-мишарин там, или как-то вот так. Это его право. Никто его не запрещает и так далее. Да? То есть вы должны понять, что мои видео, которые вот по поводу башкиро-татарского вопроса, они как бы не означают, что я что-то имею против людей, которые имеют татарскую идентичность. Я имею против татаристов. Татаристы навязывают татарскую идентичность лицам с другой идентичностью. То есть, ну, как бы, если они навязывают нагайцам, там, западным башкирам, еще, ну, я тогда имею право. Я же им не навязываю свою башкирскую идентичность. Да? Я имею право у них уточнять, какая у них идентичность и как они свою национальную идентичность обосновывают. Знаете? И нам всех хотят навязать россиянскую идентичность. И с этим тоже у нас как бы общий будет, как бы сказать, момент, связанный, как бы решить этот вопрос. Вот. Поэтому примерно ситуация такая, уже почти 1,5 часа я говорю, это
у нас тема про ЗГБшенность. Я вам примерно рассказал, как я вижу ситуацию. Значит, Федеративная Россия, Федеративная партия называется. Данная партия, которую я возглавляю в Башкортостане и еще в нескольких регионах. Хотите в нее вступать? Вступайте. Ссылка на эту партию, описание ее будет внизу. Всего хорошего. До свидания.